Всем привет, меня зовут Аружан, и мне страшно, что у нас происходит в стране, в Казахстане. Мне страшно не из-за себя, а за свою сестренку, которая растет. Ей 15 лет. Мы сегодня сели в такси, у нас пошел разговор о суде Бишимбаева, и я у него спросила, какое мнение вы придерживаетесь. И он, соответственно, говорит, да, наверное, она ему изменила, вот он и убил. Я говорю, а разве можно бить женщину до смерти, если она изменила? Даже если она совершила что-то ужасное, какое человек имеет право убивать другого человека? Он говорит то, что его друг сильно избил свою жену, потому что та переписывалась с бывшим, и она заслужила. Я говорю, Байке, вы мусульманин, вы читаете Коран? Он говорит, да, в Коране написано то, что можно бить женщину. Можно, если она что-то неправильно сделала, можно ее шапалахом ударить. Я говорю, в каком хадисе написано то, что можно бить женщину. Наш Мухаммед, пророк, сказал то, что нельзя ни в каких ситуациях бить свою женщину. И он сам никогда не бил женщину. За это они ответят в судный день. На что он ехидно посмеялся, сказал, у каждого свое дело, мы не будем лезть, мы кто такие, чтобы лезть, там, пусть они сами разбираются, мертва. Я говорю, а если с вашей сестрой что-нибудь так сделают? Он говорит, моя сестра этого не допустит, женщина не должна допускать такого. Получается, в нашей стране все должна делать женщина. Она должна молчать, она должна она должна всегда улыбаться, хоть ее бьют, избивают дома. Біз қазақтар деген ұят дегенде бірінші орында тұрамыз ғой. Ана жақта қысқа көйлек киіп кетіп бара жатса, қыз деген, мына қыз деген қысқа көйлек киіп алыпты, оны бике осылай зорлады, осылай істеді, потому что она коротко оделась деп. А что вы скажете насчет того, что таксист изнасиловал девушку в хиджабе, 15-летнюю? Мен бұл страшный нәрсені көріп алып, мен өзіме үшін емес, мен артымнан келатқан, еріп келатқан сіңліме қорқамын. Себебі ол деген періште, ол мен сияқты өзіне тұра алмайды. Ол деген біреудің бетіне қарап айта алмайды. Сонда біз не істеу керекпіз? Егер де сіздердің қарындастарыңыз осындай жағдайда болса, комментарийде және жазып жатыр, ой, ничего страшного, Аллах его накажет деп. Да, непременно накажет его, но как жить? Мы должны, женщины, существовать, чтобы верить в то, что Аллах его накажет. Мы не должны жить в безопасности, мы должны ақыретке дейін күтіп, когда же его накажут деп өмір сүру керекпіз ба, әлде біз полноценный өмір сүру керекпіз ба? Кішігірім блогер болсам да, я хочу добиться справедливости, чтобы женщина всегда была в безопасности.